Мы в клинике в Нюрнберге находимся. Так здесь все выглядит, видите? Такая вот клиника. Она большая. И тут везде зоны отдыха разные, лаунж-зоны, вот, кафешки, туалеты. Все. 3 часа. Так, мы делаем обзор, как здесь все происходит в больнице. В общем, здесь огромные здания такие, прям корпусы, лестницы, парковка, знаете, какая большая, несколько этажей современная. Вот, и в общем тут вот и магазины, и все есть. Вот, и в общем здесь ну, все комфортабельно, удобно, палаты большие, все. Кафетерий очень крутой. Кафетерий крутой, да. Вот все как сделано для людей, конечно. Очень интересно все сделано. Видите, какие тут всякие эти. Вот магазин как раз. Все сделано. Мы тут, конечно, по своим делам, но я хотела вот рассказать, что какие большие клиники здесь прям. И такие крутые, и сад такой рядом, скамейки, на улице где гулять, и все, вот магазин. Вот. А вот тут вот кафе. Видите, кафе? Там, правда, сейчас еще не работает. Вот так вот тут, в общем, вот такое просто. В общем, вот сразу же выходишь из больницы. Тут такое тоже пространство, я знаю. И вот автобусная сразу остановка. Все. Такие корпуса. Тут вот дальше, вот если там по дорожке спуститься, скамейки, красиво, так можно гулять. Казалось, это не наш был автобус. Мы сегодня до Лангвассера должны были ехать. Решили на автобусе, который идет до Хауптбанхоф, поехать прямо не на метро от больницы, а именно на автобусе, чтобы посмотреть прекрасные виды города. Сейчас едем, видите, везде тревога, кричит, все, звенит, телефоны звенят, воздушная тревога. Это тест, тестируют сигнал тревоги. Мы так испугались. Интересно, у дома остановились, и там изображение, вот, видите, женщина, солнце и собака. Интересно. В Германии все, и маленькие, и большие города устроены примерно одинаково, кроме Альтштатов. Альтштаты тоже примерно одинаковые, старые города. Там типа храм должен стоять, там дворец какой-нибудь. А вот обычный вот город выглядит вот так. Все, дома вот такие, там 2 этажа максимум. Вот, а каких-то высоток там, это уже к центру города. А так обычно все живут вот в Германии в таких таунхаусах. Вот, обычно семья занимает один таунхаус. То есть не этаж, а вот весь вот такой разделенный. И вот так живут. Вот если дверка, это их дом. Все. И вот одна дверь, один дом. Они так слеплены между собой. Эти обычные супермаркеты, это Норма всегда, Реви и Kaufland. Тоже, видите, 3 этажа пошли ближе к центру, даже 4, в крыше тоже квартира. Есть многоэтажные. Есть, но это к центру ближе. Да. То есть чем ближе к окраине, тем больше таунхаусов, а чем ближе к центру, тем больше и каких-то более высоких домов. Церковь проезжает с той стороны. Уже вообще высокие дома, уже 5-этажные. Да, с 2 тиграми мы проезжали много раз его. Или кто это? Что за кошки? Что за лев этот тигр? Это, наверное, львицы. 2 львицы. Вот мы приехали к главному железнодорожному вокзалу Хауптбанхоф. И сейчас мы пойдем вон туда. Мы сегодня встречаемся с подписчицей нашего канала.
Но я не раскрою секрет, никто это, ни где живет, простите, не буду снимать. Я просто говорю, что с нами договорилась встретиться подписчица. Вот, пошли мы туда, в замок. В общем, долго мы, конечно, собирались с ней встретиться, с нашей подписчицей. Вот. Потому что то мы не можем, то она не может, то еще что-то происходит там. Ну, в общем, еле-еле мы как-то в итоге договорились. Вот. И сейчас пойдем навстречу. Ветерок. Обожаю центр. Обожаю Альтштадт. Потому что в Альтштадте, в старом городе, очень красиво и приятно. Вот вообще прелесть, я бы сказала. Прелесть. Мои любимые места. Красивые. Тут лилиями пахнет на всю вселенную просто. И вот такие веночки, видите? Вообще, такие красивые лисички. Ой, вообще не могу. Красивые лисички продают. И фрукты разные продают. Все самое вкусное, клубнику и овощи. Вот мы пришли в кафе, называется «Желатерия». Это прямо тут вот в центре города. Вот такие вот столики. Правда, с пришпильницами, ну ладно. Но мы не курим. Вы только посмотрите, в каких чашечках здесь приносят кофе, капучино. Вы посмотрите, ну какие они красивые чашечки. Это прям шедевральные. Это ж надо, ну, вообще прелесть. Я уже в Макдональдсе. Встретились мы с замечательным человеком, подписчицей нашего канала. Впечатление потрясающее, конечно. Каждый день бы встречать людей таких, и все, и вообще бы жизнь была прекрасная. Вот, мы тут зашли, кое-что нужно Максиму с собой купить, вот, папе Вовиному, и потом пойдем дальше. Мы, похоже, сегодня все снимали, просто чтобы показать больницу, потому что мы сегодня нигде больше ничего не показали. Сейчас должны вернуться обратно в больницу, потому что, ну, в общем, там нам нужно кое-что выяснить. Вот. И, наверное, даже не сможем зайти сегодня в магазин, но нам нужно, значит, рассказать что-нибудь интересное. Вообще в Германии очень мало преступлений, вот что мы будем рассказывать. Крайне мало, и даже в нашем маленьком городке, когда мы смотрим новости, например, скандальная женщина устроила скандал в булочной, да, или там неуравновешенная женщина, или еще что-нибудь в этом духе. Ну, то есть новости все такого порядка, да, что ничего не происходит. Но в последнее время у нас в маленьком городке началось твориться что-то невообразимое. Во-первых, начали бить витрины магазинов на главной улице. Разбили 2 витрины или 3 ювелирки и витрину табачного киоска. Дальше, значит, начали воровать велосипеды массово и украли наш велосипед. В общем, Максим первый раз вообще его украли у школы. Это было где-то, может, месяца 4-5 назад. Украли велосипед у школы. Но было очень смешно. Через 2 дня мы нашли велосипед у Тафеля. То есть его просто покатались и выбросили. Дети какие-то. Дети, да. Ну, мы нашли, все, как бы без проблем. А потом, вот недавно, буквально 25 августа, Максим приехал на вокзал Панков. Там у нас в городе. Ну, там с ребятами они общались. Ребята уезжали в свой город, там в Нюрнберг, ну, где они живут, да. Он пошел провожать ребят, велик оставил и не пристегнул. И вот за 5 минут, пока он отходил, велик украли. Мы мониторим, значит, бюро находок сейчас, потому что часто, короче, велосипеды, кто катается там, да, выбрасывают. И, соответственно, потом их подбирает бюро находок и там
Но нашего велосипеда там нет. А сейчас вот муж мониторит новости, да, дальше вот продолжает. И, мол, опять украли на Банков. В том же месте, да. В том же месте, на вокзале железнодорожном. Опять украли велосипед. У кого-то, То есть, да. да, у кого-то. То есть опять то же самое. И значит, что, видимо, орудует какая-то банда. И продают потом, наверное, в другом городе, увозят или что. Но этого не было здесь, не было. Здесь, в Германии, вообще ничего, никто не ворует и нет преступлений. И это только внешние какие-то люди, да, которые приехали, они совершают преступления, но не местные. Ну, это не факт, что те, которые проживают именно в нашем городе, это, возможно, какие-то Ну, приезжие. заезжие. Они, Заезжие, считай, витрины побили и ограбили велосипедистов. То есть это Всех. даже не те, кто в Ну, лагере. я говорю, какая-то вот заезжая, какая-то братва, наверное. Мы не знаем даже, какой национальности. Вот. Но и сам факт, что участились именно в последнее время преступления. Вот мы снова приехали в клинику МЗУТ. Видите, такая пространство такое огромное. Вот, видите, тут как. Там даже музей есть. Вот видите, как кафе, вот стулья все опустили, и теперь видно, как там. Подожди. Вот видите, как там люди сидят, кушают. Вот классно вообще, вот в больнице такое кафе. О, сколько овец мы едем. И вот смотрите, тут прям овцы. Смотрите, сколько овец. Обалдеть. Очень много овечек. И такие хорошенькие. Вообще шикарные прям.